Всем привет! С вами Еленовна, и вы на канале Евронатшос. Сегодня я хотела приехать в самый футбольный город Европы, но не доехала до Борисова. Поэтому мы всего лишь в Барселоне. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите в комментариях, кто ваш любимый футбольный игрок. Потому что у меня есть только любимый игрок в хоккей. Я приехала сюда во время чемпионата Европы по футболу. Хотя там же не играет сборная Беларуси. И какой тогда этот чемпионат Европы без главной страны Европы? Господи, Яцек, смотри, сколько людей. Господи, смотрите, куда идете. Привет. Почему именно Барселона, спросите вы? Потому что главный тренер нашей сборной Карлос Арос Феррер... Господи, боже мой, какая-то только у него странная белорусская фамилия. Он что, из Могилевщины? Господи. Так вот, Карлос Арос Феррер лично попросил меня найти в сборной Беларуси новых футболистов. А раз партия сказала надо, Еленовна сказала, полечу лоукостом только в аварийном роду. О, сколько футболистов! Яцек, смотри! Ты разодин все футболисты. Сейчас точно найдем. С чего мы начнем поиск новых футболистов? Я вам так скажу. Чтобы найти игроков для сборной Беларуси по футболу, нужно начать думать, как игроки сборной Беларуси по футболу. Господи. Первый шаг в моем поиске уже сделан. Яцек, давай, идем пить сангрию. Ай, ладно, пойдет. Все равно лучше, чем наши нападающие. Молодец. Ну как-то без энтузиазма, но ничего, мы научим. Помечу тебя в свой список. Давай, нормально. Барселона – это столица автономной области Каталонии. И каталонцы не считают себя испанцами. У них свой язык, своя история, своя культура. Слушайте, эти каталонцы прям как наши змагары. Только флаг у них не бело-красно-белый, а желто-красно-желто-красно-желто-красно-желтый. Фу, еле выговорила. Это ж как сложно их полиции протоколы составлять. А где, кстати, полиция? Я вообще не понимаю, вот стоят, прохлаждаются. Полиция, это не работает ничего. Смотри, сколько людей. Никто не арестован, автозаков нету. Сейчас пойду научу, как надо работать. Стоят вообще, сиеста у них, понимаете ли. Людей сажать надо. Тюрьмы пустые. В 2017 году в Каталонии прошел референдум, в котором за независимость проголосовало 90,18% избирателей. О, знакомые цифры. Кажется, я догадываюсь, кто у них вел подсчет голосов. А я не знала, что Лиза Ермошина на пенсии тут в Испании сидит. Лид, зови в гости на паэлью. Так, позиция нападающего закрыта. Сейчас ищем человека на позицию с Вингера. Ой, Вингера, господи. Ну нормально будет нападающий, берем. В жарких странах и в Испании, в частности, есть традиция – сиеста, когда местные отдыхают после обеда и пьют вино. Теперь я понимаю, наши футболисты, они не алкаши, они в душе испанцы, ё-моё. Гауди. Кстати, сзади Гауди. Гауди какой-то, понимаете, назвали. Гауди, бляха. О, господи, боже мой. Вы только посмотрите, как тут грязно. Не то, что у нас в Беларуси. Кошмар, я бы тут точно жить не смогла. Bardzo брудно? А? Не bardzo брудно. Просто у меня гостиница от профсоюза только на 2 ночи оплачена. Фу, Яцек, пошли отсюда. Срамота, вонь вообще невозможно. Здесь. И тут вместе. Посмотрите, что происходит. На каждом углу фотография, футболки, статуэтки Лионеля Месси. Я не понимаю, как можно возводить культ одного человека, а, Яцек? У вас на Беларуси такая же ситуация. Яцек, ты что такое говоришь? У нас не культ личности, это мы искренне. И вообще он для Беларуси давно уже не человек, он полубог. Месси надо купить, кстати. О, нет, ты нам не подходишь. Ты слишком хорош. Мы тебя по зарплате не потянем. Или ты готов за 2 мешка картошки играть? I don't understand, sorry. А,
Да, не понимает по-нашему. Но ничего, научим. Давай, have a nice day. У Барселоне очень большая статистика уличных грабежей. Но с нами все эти воришки боятся связываться, потому что у нас вообще ничего не украли. Фу, еле догнала. Не зря я в магазин за 5 минут до закрытия всегда успевала. Ноги помнят. Ой, господи. Ясок, живем. Снимаем дальше. Смотри. Еще в Испании есть традиционное испанское зрелище. Коррида, бой быков. Ну разве это зрелище? Вот я однажды в греческом колхозе от гуся отбивалась, вот там зрелище были. Перья летели так, что я чуть ли начеса не лишилась. Вот такая вот гусиада. Вы видите перед собой один из таких называемых домов Гауди. Аварат — это очень известный архитектор, тоже мне известный. Ну и сколько у него этих домов? 5. Хрущев, вот кто известный архитектор. У нас по всей стране сколько его домов стоят. А не вот это вот. Фу, вообще смотреть не на что. Так, кто там у нас еще в списке? Правозащитник. О, господи, нет, нам никаких правозащитников не надо. Спасибо. О, какая-то это неправдоподобная статуэтка. А где человек, который рядом с ним с чемоданом стоит? Сруши Путин. Смешно. Яцек, купим? Почему? О, смотри этот. Северная Корея, смотри. Я недовольна, кстати, Лукашенко нет. Мы возле Саграды Фамилии. Ну что это такое вообще? 5-летний ребенок на пляже и то замок красивее построит. И в отличие от Саграды Фамилии, достроит. Саграда Фамилия переводится как «храм святого семейства». О, хорошая идея, между прочим. У нашего святого семейства храма еще нет. Дворцов хватает, а вот храм еще не построили. Надо, наверное, красный костел переименовать. В Саграде Фамилии есть дресс-код, куда нельзя заходить в шортах, сандалях и маек без бретелек. Ну ничего, наш храм святого семейства можно будет заходить в чем угодно. Главное, с чистой совестью и с корочкой БРСМ. Саграда Фамилия строится уже 142 года, потому что в самом начале решили, что строительство должно выполняться исключительно за счет пожертвований прихожан. Прямо как с нашей национальной библиотекой. Помню, еще в школе я не слойку себе покупала, а отдавала все на благо страны. О, какие у тебя руки длинные! Будешь вратарем! А если даже не попрет, Александр Егорович заберет тебя арбузы ловить. Давай, молодец! Вы только посмотрите на этот хамон. Ну что это такое? Ну как так можно? Висит не возле батареи даже, и даже без марли. Господи, где мои колготки? Бляха, панчохи забыла. Панчох на вас не хватает. Да, им еще далеко до нашей полиндвицы. Я эту гадость себе в рот не положу. И это не потому, что она стоит 150 евро. Исключительно из чувств патриотизма. Говорят, выдержка у хамона может доходить до 15 месяцев. Точно! Я когда уезжала, мясо в холодильнике оставила. Получится, вернусь домой, хамон все-таки попробую. Бляха, яшки, слюнки-то текут. О, видишь? Это типа у них фламенко такое национальное. Ну и что это за движения такие? Кому вот вы сейчас тут аплодировали, если тут даже ни одного собрания ВНС не проходило? Вот для Вониха, вот это танец. Давай, Яцек, гуляй, рванина, ща ему покажем, как нужно Левониху танцевать. О, что-то продают. Странно у них, конечно, бабушки выглядят. И без семечек. О, как мячиком жонглирует. Как Гришка Заронок словом. Молодец, молодец, круто. Берем. Барселона!
Что? О, господи, Яцек, кошмар приснился. Что я какая-то оперная певичка, еще из Магарка. Фу! Полная психоделика. А я знала, что в бары только надо с закрытой бутылки пить. О, господи. Дай бог. Христофор Колумб отправился отсюда, из Барселоны, в поисках морского пути в Индию. Открыл Америку. Так и я. Пролетела сюда искать футболистов для сборной Беларуси, а нашла свое счастье. Яцек, споко, не переживай. Хороший левак укрепляет брак. Бонжур. Бонжур. Итак, зачитываю список претендентов. Хулио Иглесиас, Кончита Мартинес, Рафаэль Надаль, Сальвадор Дали посмертно, Антонио Бандерас, Бенисио Дель Торо, Хавьер Бардем, Пласидо Доминго, Фернандо Алонсо, Педро Альмодовар, Пенелопа Круз. Ё-моё, ты видел, Яцек? Такой список, так мы точно на Евро 2028 победим. Точно, стопудово, я тебе отвечаю, базару. Этот свой список футболистов я решила отправить домой в Беларусь письмом в бутылке. А то тут в Барселоне марки дорогие. Яцек, что ты ржешь? Почтовые марки, господи боже мой. Бутылка с Пасангри. Ну, какая нашлась? Младший лейтенант Еленовна задание выполнила. Надеюсь, после этого мне дадут старшего лейтенанта. Плыви, бутылка! Яцек, беги! Поставьте, por favor, лайк под этим видео, подпишитесь на канал и напишите в комментариях, какое бы место на чемпионате Европы по футболу заняла бы наша сборная, если бы против нее выходила играть не 11 человек, а 4. Все, адиос, амигос, сеньоры, пока, блин, Яшка, давай, бляха, снимай меня. Погода говно, блин, у нас в Беларуси то лучше летом. Крыса побежала. Где крыса? Крыса! Господи! И тут крысы, господи, Яцек, снимай меня быстрее! Почему именно Барселона, спросите вы? Потому что главный тренер нашей сборной. Спасибо, что прошлись. Спасибо всем. Испанцы вообще не уважают нас, белорусов. Gracias, thank you, Jay. Меня любят испанцы. С чего мы начнем поиск новых футболистов? Я вам так скажу. Чтобы найти игроков, спасибо, что прошлись.